Пошли мы погулять. Время 7 часов вечера почти. Мы поспали 4 часика. Вот наша гостиница. Единственная, в которой были места. И вот, как заявлено, самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс, по-моему, так, в Евразии. В выходные вечером, по-моему, в субботу-воскресенье я почитала, он работает в каком-то там особом праздничном режиме. Здорово. Решил испытать судьбу и пройти через фонтан. Если сейчас струи увеличатся и ветер дунет, не случилось. Так, тут вот написано, скоро здесь будет трибуна холл. Вот что здесь строится. Смотрите, какая благодать здесь для детей, для людей. Все гуляют. Вот там наша гостиница, и там к набережной не подойти, потому что строительство этой трибуны идет. Вот. А здесь, пожалуйста, вот набережная вся обустроена. Видно, что все такое молодое, сравнительно недавно. Здесь ничего не было. Очень много всяких качелек, горок, площадки для деток. О, собачка. Собачка. А вот она, собачка, которая смотрит на Китай. У китайцев тоже какая-то там арена, трибуна строится. Они друг напротив друга, получается, строят. Очень здорово. Жаришка, конечно, стоит. Ого-го. Показывает 25 градусов. Но такое ощущение, что жарче. Собачку это зовут Дружок. Носик ей все трут. На счастье, на удачу. Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения в 2013 году в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и родине. Вот так вот можно туда вниз спуститься, прогуляться по набережной. И еще ниже. Там ребята сидят. А это Китай. Город Хэйхэ. Он, оказывается, такой маленький, с самолета. Совсем малюська, кажется. Колесо обозрения. И там, по всей видимости, какие-то торговые центры. Потому что все отсюда всегда ездили туда. Прогулочные теплоходики ходят. Вот он, китайский пароходик. Прогулочный, по всей видимости, там народу на нем. А на той стороне народ купается в Амуре. По-моему, даже рыбачат, что-то там стоят, кидают куда-то. Смотри, сколько там народу, много очень. Вот еще один. Это вообще без флага не вижу. Ой, там по-китайски что-то рассказывают на теплоходах. Смотрите, вот какая-то опора стоит. Как пальцем показать? Вот она. О. И на нашей стороне точно такая же стоит. Вот она. Только там чуть-чуть побольше, а здесь еще недостроенная как будто.
Такое впечатление, что тут будет какой-то мост. Я не знаю, может быть, я не права? Поправьте меня. Ой, у них там музычка какая. Паровозик стоит такой. Прям красота. Для детей вообще раздолье. Так, тут торговля какая-то идет. Прям там человек петь готовится. Все в цветах. О, дюшес решили попробовать. Мятая купюра. Ну извините, пожалуйста. Такая была. Выплевывает. Ну давай один раз еще и пойдем тогда отсюда. Не хочешь, как хочешь. Капризный какой. Ну все, пошли. В общем, пока гуляем. Съешь мороженое? Я же не люблю мороженое. Антон мороженку захотел. Кофе не хочу. Дыня, черника, шоколад, апельсин. Бисквит, малина, сладкая вата, голубое небо. Ну и картины какие-то продают. Тут в тенечке хорошо. О, сегодня же праздник. Петушки продают, как раньше. Ага. Вон из дерева всякие мишки, игрушки. А что ж такое? Так, сколько он у вас стоит? Сладенький. Сколько? 25? Сколько? 1250. Да. Котейки. Ворона из мультика. Боже, какая прелесть. А сколько стоят эти игрушки? Вот эти Ежик вот, например. 600 рублей вот эти. Такой ежик 1300, у него лапки гнутся. Поменяйте, пойдем. Так, тут можно покататься на теплоходике. Технический перерыв. Так, маршрут. 1 час 400 рублей. Детский 250. Есть причал между нами. Росгидромет. Гидрологический пост. Ой. Тут смотрят подъем воды. 1017 сантиметров самая высокая отметка. Чего себе, это так вода поднимается, что ли? Вот в 2013 году 822 сантиметра. Номер на машине. Узнаете номер? На машину? Смотрите, какой здесь музей.
военный. Для ребятишек очень интересно будет. Возле маяка. Набережная продолжается. Ой, там кто-то плавает прям в реке, смотри. В размашку плывет. Пловец. Ничего себе. Так далеко. Ну, машет типа. Китайцы маш, орут все. Нихао, нихао. Короче, все-таки Привет. я купила. То есть Антон мне купил. Холюденького такого. Это не один, держи. Вот так вижу. У него еще есть дружочек. Ой. Ой. Холюденькие такие. Дошли до этого динозаврика. Дальше решили не идти. Набережная очень длинная. Более 6 километров. Здесь уже ничего такого нету. Кстати, на китайской стороне тоже набережная такая же длинная, оборудованная. И там тоже очень много людей гуляет. А мы пойдем обратно. Туда, где шумно и красиво. Хотя здесь тоже красиво. На китайском языке Катюшу поют. Слышно, надеюсь? Маяк загорелся, пока мы шли. На той стороне уже тоже иллюминация начинает зажигаться. Здесь парк идет, с этой стороны аттракционы шумные. Народу просто море. Гуляют, развлекаются. Фотосессия. Все там танцуют. Все светится. Воу. И на той стороне все светится. Вечером фонтанчики заработали. В свете. Народу полно. Ребятня прямо бесится под этими фонтанами. Ой, смотри, как мы вовремя прошли. И стена встала. Ну, очень круто. Только что мы здесь шли. Фонтана увидела там на той китайской стороне красные дома светятся. Там синие. Ладно, завтра планируем на теплоходе покататься. Наверное, все увидим. Мы только отошли, и началось шоу. Оказывается, по пятницам тоже бывает. Сейчас посмотрим. Заказали салат. Ну, тут, как всегда, порции-то лошадиные. Сейчас нам еще горячее принесут на ночь. Я боюсь, сколько мы всего не съедим, не влезет у нас. Есть, я забыла снять мидии с крахмальной лапшой. И сердечки очень вкусные. Но Антон не любит кунжут. Но придется есть. 2700 мы поели. Мы брали пиво
Литровое китайское. Это пиво только 400 рублей стоит. Взяли салат, горячее и мидии взяли с хрустальной или с какой-то там лапшой. Со стеклянной лапшой. Очень вкусно. Решили купить здесь водичку Папа Джонс. И что сказали? Сказали, воду без заказа не получится посчитать. Воду без заказа не получится посчитать. Весело. Еще одно доброе благовещенское утро. Время 9:30. Сегодня 3 августа. Погода шикарная. А мы поехали по делам. По машинным делам. Это дом правительства. Рядом с нашей гостиницей. Дедушка Ленин стоит. Показывает рукой на правительство. Вон самое главное правительство ходит. Ну да, тут с утра тоже. Кто-то пил всю ночь, видать, где-то спал. Непонятно где. Не надо искать парковку. На автобусе написано. Паркуйся в меня, да? Так хорошо оказывается, да? Когда машин нет. Спокойно едешь себе, все рассматриваешь. Суббота, все еще спят, видимо. Может, на дачах. Смотрите, какие деревья мощные. Тети Марины. Мы по улице Ленина едем. Все красные светофоры собрали. Ну вот, собственно, повернули. Тут стоят частные домики, а за ними стоят новостройки. Большие, красивые. Вот такой он город Благовещенск. Но в этот раз он мне нравится. Потому что мы всегда были весной в серости. Да, мы в какую-то... Ну, хотя мы были в сентябре, было все зелено. Было зелено. Но было как-то пыльно, мне показалось. Как-то грязно, В таком пыльно. районе мы Может, были. ну да. Хотя мы тоже здесь были, в центре, в общем-то. Тогда набережная это еще не было. Ну, то есть она была, но не такая, не в таком виде. Вот прям большие дома. И тут же маленькие дома. Ставни заколочены. И написано, ведется видеонаблюдение. Это улица Калинина. 52 слева. Правильно организованное круговое движение. Понятно, кому, куда, с какой полосы ехать. Для особо одаренных, как у нас в Якутске. Слева с внутреннего круга, блин, в правый поворот. Ворчит. Перекресток. Ну, по-любому видео. Почему у нас не сделают такие знаки?
Вот это автомобильная улица, здесь все для автомобилей. Магазины имеется в виду, всякие там станции, сервисы. Воронкова улица. Гаражи такие стоят, заросшие все травой. Дома строятся. Так, мы приехали в сервис для замены масла. Бывший хозяин машины сказал, что масло через 2-3 тысячи можно менять. Мы не стали заморачиваться. А Антон так не любит. Он любит, чтобы у него все было чики-дрики. Лимпомпони. Лимпомпони. Поэтому хотим поменять сегодня. Так как дорога у нас еще долгая предстоит. Так, здесь в этом сервисе нашего масла не оказалось. Сейчас будем обзванивать другие. Мобил-центр. Позвонили, подъехали. Перед нами машинка выехала, и вот мы заехали. Никаких очередей. Пожалуйста. Это улица Тенистая, 105. Как всегда на станции замена масла. Вот такая красота, как в поликлинике. Чистенько. Ой, да кто там такой у вас летает? А Вася кто по национальности? Грузин? Какая-то бабочка большая. Сейчас будем менять масло и фильтры. Такие бутылочки интересные стоят с разными цветами, жидкостями. Что это интересно такое? Сейчас спрошу у Антона. Он пошел оплачивать. Чумазый. Заплатили 18 620 рублей. Это с учетом, что мы взяли масло на вторую замену. Оно должно быть. Также запасной фильтр. То есть одна замена вышла где-то 9 тысяч. Нормально. Со всеми фильтрами. Вот в этом сервисе мы были по адресу Тенистая, 105. 4 филиала у них. Сейчас мы приехали на Воронкова 1. Типа автомобильного рынка. А может, это и есть автомобильный рынок. Антон пошел покупать в дорогу все, что требуется для нашего автомобиля. Назовите, что вы купили? Набор автомобилистов, глушитель аптечки. Так, подожди, покажи вот там вот масло. Мы Масло, купили фильтр. с собой фильтр. Да. Тормозная жидкость. Угу. ВДшка. Это, без этого вазелина. ВДшка, что такое ВДшка? Это вазелин автомобильный.
Им можно мазать все. Так. Компрессор колеса накачивать. Трос динамический, жилет. Отвертки ударные, колпачок сюда. Манометр колеса проверять, чтобы не вытаскивать компрессор. И усиленный вороток. И набор инструментов. Отлично. Еще не все сейчас. Половина багажника у нас Габажник. забита. Сейчас я еще. Он тут еще притащил барахлишко. Новый чемодан. Сегодня поменьше было. И валялось. Красота и порядок. Да, разложу потом уже. Вроде бы все. Кому нужен новый набор инструментов, пишите. Приедем, продадим, потому что у нас их очень много, с каждой машиной покупаются. Да? Сколько он стоит? Набор? Нет, вон тот набор инструментов. Вон тот. 1800. 1800. Ой, подожди, почему я тебя обманул-то? 4800. Чек-то есть? Да. Ну, вот сейчас в чеке посмотрим. 4800. Я думаю, нифига себе, 1800. Толстая, с хорошей ручкой для ремонта без каменных шин. Потому что китайские антиподрение фени все ломают. Все. Тряпочки для пыли, от пыли. А это что? Это накидки. Накидки на сиденье. Потому что Антон сказал, что ему очень скользко на кожаных сиденьях ехать. Поэтому будет накидки одевать. А мне прям кайфово так, скользко. Пока не буду. И руль. Ой, не хочу, чтобы затирался. И руль, говорит, не хочу, чтобы затирался. Охренеть, я бы все ногти переломала. А поэтому я на маникюр давно не ходил. Давно не ходила. Да. Подышать, может, на него. Я дышу, поверь, каким одним местом. Все, теперь не затрется. Нет, теперь не засрется. Продолжаем наши покатушки. Едем в гостиницу. Поверните налево. Институт геологии. С продуктовыми магазинами это засада. Да, они, скорее всего, во дворах где-нибудь. Не на дороге. Салон-магазин, канцтовары. Мы пытаемся найти какой-нибудь продуктовый магазин. Ну ладно, сейчас возле гостиницы найдем. Да сейчас где-нибудь найдем, где-нибудь тормозим. Кто там трещит у нас? В пакете кто-то. Общественная палата. Вот продуктовый магазин «Кенгуру». Они все на той стороне. Улица Шевченко. Такое удовольствие гулять по таким улочкам, где растут большие деревья, тенечек. Жара вообще ужасная. Государственный педагогический институт. Очень часто встречаются вот такие магазинчики китайской еды. Смотрите, библиотека. И прямо на улице стоит себе.
Правда, тут уже набардачил кто-то. Можно взять книжку и почитать. Александр Дюма. Берешь книжечку, садишься на скамеечку в тенечек и читаешь себе. Эти деревья такие, меня вообще поражают масштабы этих деревьев. Несколько лет назад мы приезжали сюда, и я обратила внимание вот на такие окна. Они были в каждом доме практически. Сейчас немножко что-то изменилось. Просто когда шли по этой улице, тут прям, ну, в каждом доме такие вот ободранные окна были старые. Я еще так удивилась тогда, почему люди не поставят пластиковые окна, давно уже везде все это ставят. Но сейчас прямо редкость встретить такие окна. Все поставили, цивилизация пришла на эту улицу. Или в эти дома, или к этим людям, как правильно сказать. Пожалуйста, тоже книжки стоят. Возьми, почитай, принеси свою. Если у тебя без дела валяется, перечитанное на несколько раз. Смотрите, какое старое здание. Поликлиника номер 2. По всей видимости, оно действующее. Там шторочки висят. Ленина 61. Прям такое очень старенькое. Улица Ленина. Табличка. До 24 года эта улица носила название Большая, как самая широкая и длинная улица города Благовещенска в 19 веке. Елки бегают. А почему они черные? Белка. Худая какая-то. Чей-то огрызок доедает. А, это грецкий орех. Видимо, упал зеленый. Она его точит, он сидит. Стоим в кассу за билетом. А туда вот на теплоход уже вот столько народу много. Сзади нас еще очередь. Не знаю, что это за прогулка такая получится. Ну, посмотрим. Короче, нам досталось 2 заветных билетика. Сказали, что мы будем стоя стоять. Ну, ладно, будем стоять стоя. В рубку прорвемся. Просто такая толпа народу. Сказали, что за нами буквально 2 места осталось, или 3, и все. Остальные не поместятся. Народ остался стоять, по всей видимости, на 9-часовой, потому что на 7 часов там спецзаказ 2-часовой стоит. Смотрите, сколько там корабликов на китайской стороне. Сейчас увидим. И у нас один, бедняжка. Столько желающих, уж могли бы сделать побольше. Побольше корабликов. Амур 2010. Идем на посадку. Там народу уже. А здесь еще билетик такой. Сколько он стоит? А, 400 рублей. А, вы забираете его, да? Так. Заходим. Вот все, посадку завершили. В принципе, вся эта толпа вошла. Я переживала, что не влезем. Будем стоять. Тут еще вот места свободного, в принципе, достаточно. Все, сейчас поедем смотреть на Амур, на Благовещенск, на Китай. Это Китай.
там так зелено. Я думала, у них там одни дома каменные. Оказывается, деревьев там много. Тридцатиэтажные небоскребы стоят. Это же надо вот такие огромные построить. А там вон на набережной какая-то туса у них. Съезд коммунистической партии. Видишь, коммунисты. Стоят такие все в одинаковых нарядах. Свадьба какая-нибудь. Баржа стоит с песком. Владимир Сушков. И флаги на ней российский, китайский, какой-то еще зелененький. Красиво. У них тут тоже маяк свой стоит. А это, по всей видимости, какой-нибудь речной порт. Замок такой. Смотри, Маш, трехэтажные лайнеры. Машут стоят китайцы. Ну вот этот порт. Или что это здесь? И по всей видимости мы сейчас будем разворачиваться. А это уже наша сторона. Здесь заканчивается набережная. Очень длинная набережная на самом деле. Правда, она тут как бы до конца не оборудованная. Народ, может быть, гуляет там на чем-то, на велосипедах катается. А всяких развлечений здесь уже нет. Но зато есть новостройки. Скорее всего, и здесь когда-то что-то будет. Все, мы идем обратно. Теперь мы будем смотреть нашу сторону, российскую, Благовещенск. А на небе начинают появляться облака. Перистые, причем такие. На завтра обещают дождь. Почему-то китайские кораблики идут возле нашего берега. Это же нечестно. Они идут по правилам судоходства. Нет, мы, значит, по правилам мы туда и обратно посередине идем. А у них что, другие правила? Машут вон, стоят. Народ купается, загорает. Правда, почему китайских так много, а наш один несчастный? Что такое? На набережной народ гуляет, собирается. В общем, спросила сейчас у какого-то члена экипажа, кто он там был, я не знаю, парень вышел покурить. Спросила, почему китайских теплоходов много, а наш один. А он сказал, что наших 3, один сломался в данное время. Обычно в выходные 2 ходят. Нет денег на обслуживание. Очень много всяких разных критериев, которые невозможно выполнить. Теплоход должен быть новый для перевозки людей. Не старше 2000 года постройки. Денег не хватает ни на зарплату, ни на запчасти, ни на обслуживание. Вот поэтому, говорит, у нас всего 3 теплоходика ходят. Я надеюсь, меня слышно, тут так дети кричат. Обратите внимание, что тут очень много людей поехали с малышами. Я понимаю, что родителям интересно прокатиться, девать детей некуда. Но этим бедным детям эта поездка, по-моему, вообще стресс для них. Сидеть и смотреть на вот это вот все.
Вышли мы из гостиницы. Вот такое огромное количество машин. Это, по всей видимости, все приехали посмотреть на фонтаны, которые сейчас в 9 часов будут. Вот в субботу и воскресенье какое-то шоу. Флаг так красиво развивается до безумия. Ой, экран подсветили. Вот. Мы сейчас тоже пойдем посмотрим фонтаны. Не знаю, сможем мы туда подойти или нет с таким количеством людей. Но интересно посмотреть, что за шоу там такое. В шоу-режиме. Просим вас покинуть территорию фонтана и насладиться невероятной феерией воды, музыки и света.